так сказать, квадратика. И там не будет такой графы, как «воздержался», там будет просто «поддерживаете ли вы вносимые поправки?» И два варианта, да и нет. Вам сказать, уважаемые друзья, и вы прекрасно знаете, от того, что мы с вами не пойдем на выборы, власть только обрадуется. Мы с вами этим никого не напугаем. Еще генерал Лебедь говорил, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые сидят дома и не ходят на выборы, а потом за них голосуют. Поэтому мы должны прийти и сказать твердое «нет». Также у нас состоятся 13 сентября выборы главы Чувашской Республики. Эта дата тоже не за горами. И выборы в муниципальные органы, законодательные депутатов. Вы уже, наверное, тоже знаете, что от Чувашского республиканского отделения КПРФ уже выдвинут кандидатом депутат Государственного совета Андреев Александр Михайлович. И поэтому, пользуясь случаем, будете встречаться с родными, близкими. Но вот уже нужно начинать работать и агитировать за нашего кандидата. Поэтому мы здесь, стоя на монументе вечной славы павшим героям, мы даем слово, что мы будем твердо, осознанно и прямо нести свою позицию, разъяснять все вопросы гражданам, и мы будем делать все, чтобы не посрамить память, которую и их память, которую они, и жизнь, которую они отдали за нашу страну. Вечная слава. Уважаемые товарищи, совершенно верно. Немецкие фашистские захватчики вероломно вторглись в 4 часа утра. И мы всегда должны помнить об этом. Ведь без истории нет будущего. И мы должны как никогда в этом году сплотиться, как уже сказал Алексей Валентинович. Состоятся выборы главы Чувашской Республики и в органы местного самоуправления. И задача ЦК поставлена победить на предстоящих выборах. Все у меня. Ладно, да. Ну что, спасибо. На этом кончаем. Я что хотел сказать, реплика. Я вот на пенсии, думаю, 2 дня назад телевизор по каналу «Звезду» показали. 5 знамен было это на вестах повесить. Из Казахстана, казах, и Чувашин, Георгий Булатов, 30 числа еще на вестах повесили. Вот этот человек как бы найти бы. Георгий Булатов, Чувашин и казах. Калым Жибеков, герой Казахстана ему дали. Ну, вы знаете же, дорогие друзья, что команда «Не армия фронтом» поставила задачу, и не только, вот мы знаем из истории, что Егоров и Кантария водрузили флаг над Рейхстагом, но вы прекрасно знаете, что было несколько разведывательных групп, которые пошли справляться с этой задачей. Значит, одна группа, ну, к сожалению, погибла, ну и другим группам это удалось. Вот поэтому, это конечно, мы будем... Надо найти, он не повесил. Хорошо, Да, спасибо да, вам ясно, большое. понятно, знаю историю. Да нет, я Азат Анатольевич, ага, вы просто звонили, мы излагали. В таком образе. Письмо на родину. Вот они, письма на родину победителей нашей Родины в Великой войне Отечественной. А двое залезли, им дали, отбились в Беларусь. Ему потом политрук был, офицер был. Он уходил этой группой. Но он раненый был. просили у Жукова. Жуков сказал, политрука не будем включать. 24 корзину к Владимиру Ильичу Ленину, потому что 100 лет послезавтра состоится Чувашской автономной Советской Социалистической Республики. Ну, посмотрим, правительство корзины принесет это или нет.
говорят, миллионы гектаров у него там все. Но вот Чувашская республика все-таки процветала. Помним Илья Павловича Прокоповича, помним. Как сколько лет он, Лисюкова, вспоминаем. Они вот трудились, Гестрой организовали. Это тракторный завод при них начал подниматься. В 60-х годах начало Чувашская гора. Я здесь живу все-таки с 57-го года. Кончался город электроаппаратным заводом. Еще заправка была, где эти училища сейчас есть. Дальше ничего не было. Все в 60-е годы. И завод еще в 57-е годы начали вот этот ЗИМ. Я с Вызова приехал в 57 году. И как раз вот это корпуса, смотрю, красными кирпичами стоят. Вот она как советская власть поставила. А нам сейчас вот все строят, а шиш, получишь квартиру. Новоюшка. Полностью город. Считай, это город. Если даже Южный поселок сравнять, больше Новоюшка. Все бесплатные квартиры получали. И другие квартиры получали. Все льготы были. Вот она власть капитализма. Пришел Николай Васильевич Федоров, распродал Чувашскую республику все. Сейчас он висит где-то по республике, агитирует выборы, чтобы голосовали. Он же жопу лежит Путина, потому что он у него. А у него две дочери у Путина, вот правде написано, немцы даже пишут, чужими фамилиями, а он деньги им ссылает. Они вот таким начальством стали две дочери. Все известно, только народ об этом ничего не знает. Поэтому, дорогие товарищи, мы сегодня должны отметить фотографию для нашего чувашского Владимира Ильича Ленина, который нас организовал, подписал в 2020 году. И помнить должны, что мы все-таки это, объяснять людям все-таки говорить. И насчет вот этих конституционных судов, которые мы будем сейчас голосовать. Нет этой власти, потому что Путин обнуляет бегущей волной. Если говорить, Конституцию поддержит, я выдвигаю свою кандидатуру. Уже еще 4 года он уже об этом говорит. Сволочь, они президент, он царь. Ладно, товарищи, давайте, мы же будем жить пока. Сколько сил хватит, мы молодые, которые, а нам уже, мы может постарше, конечно, это не дожить, повидать, вот это капитализм сменить. Но живите хоть, ладно. Спасибо, что вы пришли. С праздником еще раз, столетие Чувашской автономной Советской Социалистической Республики. И всем нам здоровья. Да, уважаемые товарищи, разрешите, сегодня на самом деле у нас очень большой день, потому что в 1920 году, мы все знаем, именно Владимир Ильич Ленин подписал декрет об основании Чувашской автономной области. Так он звучал в 1920 году, а уже в 1925 году она стала Чувашская автономная Советская Социалистическая Республика. Поэтому сегодня столетие, мы должны, естественно, помнить о том, что именно Владимир Ильич Ленин, наш земляк, стоял у основ зарождения нашей Чувашской Республики. Вот. И мы, кстати, в здании Чувашского рискома КПРФ, ну вот, так сказать, завтрашнего дня будете приходить, увидите, в актовом зале сделали большое панно. Это вот благодаря нашим товарищам Андрей Валерьевич Волков и Андрей Лазарев, они вот сделали большую картину. За основу взяли снимок Овчарова, картину Овчарова, когда подписывали как раз декрет об образовании. И очень красивая картина. Но основные моменты у нас, вы прекрасно знаете, что помимо того, что День Чувашской Республики сегодня не будет проводиться парад на Красной площади, ну а из политических событий мы с вами говорили недавно, 22 июня, о том, что 1 июля состоится, так сказать, так называемое голосование по поправкам в Конституцию, где мы все должны обязательно присутствовать, прийти и проголосовать «нет», твердо выразить «нет». Ну а сейчас разрешите, пожалуйста, предоставить слово Данилову Григорию Вячеславовичу, депутату нашему фракции КПРФ, и возложим цветы. Дорогие товарищи, буду краток. Сегодняшний праздник стал возможен благодаря Владимиру Ильичу Ленину и благодаря товарищу Сталину. В 2020 году у нашего народа, у чувашей, появилось государство. Впервые за всю историю. К сожалению, сегодня мы не видим, чтобы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину подошли представители
действующей власти в регионе? Не видим. Не видим. Хотя они первые, кто должен благодарить Ленина, кто сегодня должен быть здесь, не где-то там, а здесь. Потому что Чувашская государственность появилась здесь. И сегодняшняя Чувашская республика – это правопреемник Чувашской автономной Советской Социалистической Республики. И это надо просто понимать. Не надо быть юристом, чтобы знать это. Поэтому история чувашской государственности началась с Владимира Ильича Ленина. Это надо просто признать. И сегодня мы можем сказать, что 70 лет с момента появления Чувашской автономной области она развивалась. Строились предприятия, создавались условия для жизни людей. Строились школы, дома культуры, дворцы культуры, спортивные комплексы. И предприятия работали. Все было замечательно. Последние 30 лет происходит обратно. Деградация. Предприятия закрываются. Открытие школы нам представляют как школы, обычные школы нам представляют как какое-то грандиозное событие. Их открывали в свое время десятками. И это было рядовое событие в советское время. Во время советской Чувашии. Поэтому сегодня мы преклоним колено, возложим цветы к памятнику человека, который заложил фундамент чувашской государственности. С праздниками, товарищи! Так, товарищ Романов, подойдите сюда, пожалуйста. Товарищ Романов, Прохоров, вернее, Романов. Прохоров здесь. Прохоров Виталий Геннадьевич. Разрешите вас вручить вам медаль. Кстати, уважаемые товарищи, хочу просто также сказать, что сейчас у нас на нашем сайте Чувашского рискома КПРФ, если вы зайдете на наш сайт, Да. вчера наш И коммунист, спасибо, служу журналист Советскому Андрей Союзу, Волков говорят. Служу трудовому народу. Геннадия Андреевича Зюганова. Служу Зайдите трудовому на сайт народу. И посмотрите. Ну а сейчас, с вашего разрешения, давайте мы. Давайте медаль есть? Как доверите? Товарищ полковник, где? Полковник, что не идет? Свет не держит тебя. Валерий Андрей. Валерий Андрей, что давай вместе. Дайте я свои вещи сюда. Знаете, вот как-то надо нам, чтобы Гриша. Ромашки спрятались. Давай, что так? Вот, даже видишь как. Ну и общий Можно снимок, вот оттуда? товарищи, внизу. Внизу. Там внизу можно. Давайте фотографию, товарищи. Давайте, все. Вот так вот, как раз смотрите, Я в Кире. Кучкуемся.